Уважаемые граждане Абхазии, завершается непростой 2016 год. Благодаря вашей поддержке нас не сломил мировой финансово-экономический кризис, и мы выполнили все повышенные социальные обязательства. Выплачиваем сотни миллионов рублей по оставленным нам наследство внешним и внутренним долгам. Наводим порядок в финансовой и налоговой сферах. Боремся с теневой экономикой. Нам удалось, безусловно и неопровержимо, доказать свою способность изыскивать собственные финансовые резервы, убедить общество в том, что наше благосостояние в наших собственных руках. Есть у нас определенные достижения в туристической и банковской сферах. Введение казначейской системы исполнения бюджета обеспечило новый уровень прозрачности расходования государственных финансов. Мы с вами знаем реальную ситуацию и понимаем, что многое еще предстоит сделать, чтобы существенным образом улучшить жизнь людей, укрепить государство. Мы к этой работе готовы. В последнее время резко активизировались оппозиционные силы, избравшие путь бескомпромиссной критики нашей работы. Чаще всего эта критика несправедлива и даже оскорбительна, хотя никто не вправе отказывать людям в выражении своего мнения, но в рамках закона. В любой развитой стране должна вестись политическая борьба на основе конкуренции, программ и идей. Мы такую программу предложили. Она изложена в моем послании Народному собранию и других документах, где содержатся конкретные предложения по необходимым обществу изменениям. Необходимость осуществления реформ, в том числе и конституционных, была продекларирована общественной организацией Айтайра и другими политическими объединениями еще задолго до их прихода к власти. Однако эти благие намерения так и остались на бумаге, несмотря на то, что наши оппоненты располагали возможностью для их реализации на протяжении 10 лет. Совместно с законодательной властью нами предприняты первые реальные шаги по реформированию судебной власти, созданию необходимой правовой основы и началу формирования Конституционного суда. Нам удалось в целом усовершенствовать систему квалификации судей, отбора и периодической аттестации. Приняты и реализуются законодательные решения по расширению прав и полномочий органов местного самоуправления. Мной представлены в парламент конкретные предложения по изменению выборного законодательства. Открываются большие возможности для совместной деятельности и сотрудничества всех политических сил по совершенствованию законодательной базы начатых реформ. Искренне сожалею о том, что вместо внятной и конструктивной реакции на эти предложения от оппозиции последовали только действия и высказывания, направленные на усиление конфронтации. Любые экстремальные формы политики и противостояния лишь ослабляют нас всех, снижают созидательную энергию общества, лишают людей веры в завтрашний день. На 12 марта 2017 года назначены выборы в Народное собрание. Оппозиции и другим политическим силам было бы разумнее сконцентрироваться на участии в выборах, чем продолжать деструктивные действия. Нормальная политическая конкуренция не должна подменяться попытками дестабилизации. Конечно, сегодня остаются нерешенными многие вопросы. Никогда этого не скрывали и готовы к откровенному разговору. При этом я уверен, что общими усилиями мы обязательно добьемся существенных изменений в экономике, социальной и других сферах жизни. Залогом тому наше с вами искреннее желание сделать жизнь в Абхазии лучше. Иначе быть просто не может. Самое главное, мы должны не допустить дестабилизации и совершения внеправовых действий. У нас слишком много работы впереди. Общегосударственные цели не могут быть достигнуты в условиях нестабильности и конфронтации. Очевидно, что любая дестабилизация прямым образом навредит экономическим отношениям с Россией. Об этом на нашей недавней встрече заявил президент России Владимир Путин. Именно поэтому я обращаюсь к вам, дорогие наши граждане, с просьбой не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие, не поддерживать незаконные действия, от кого бы они ни исходили. Государство будет защищать стабильность и правовой порядок, права и свободы наших граждан. Мы не допустим необратимого ухудшения ситуации в стране, лишения нас перспектив развития. Иного пути у нас нет. Только вместе и только уважая друг друга мы построим благополучное будущее для нашего народа. Как гарант Конституции считаю своим долгом
сохранять суверенитет государства, восстановленное ценой огромных жертв и единство всего нашего общества. Поэтому сделаю все необходимое для поддержания законности и правопорядка в стране, обеспечения спокойствия и безопасности наших граждан.